для детей мы снизили время. В принципе, работоспособность тоже снижается у спортсменов, кто бы что ни говорил. Но на данный момент у нас должны на первенствах России выступить порядка 8 наших ребят. Это 6 воспитанников наших до 15 лет, которые прошли первенство СКФО в составе клуба «Чингис», и которые должны бороться на суперкубке в городе Сочи. Это в мае сейчас должны быть предстоящий турнир. И наши старшие ребята, уже мастера спорта, до 23 лет ребята, это Плиев Султан, Гамбота Муслим, они сейчас должны выехать 17 числа этого месяца в город Красноярск, тоже первенство России. Соответственно, когда на носу такие важные соревнования, мы не можем сбавлять особо, не сбавили темпы. Работа продолжается практически полным ходом. Чуть-чуть уменьшили время, минут 20, но в целом работа идет полным ходом. Младшие ребята, вот, до 15 лет, это команда на сегодняшний день лучшая в республике. На прошедшем первенстве республики в командном зачете, именно в командном турнире, эти ребята стали первыми. И также в составе клуба «Чингис» ребята показали себя с лучшей стороны, выигрывали у всех команд с огромным разрывом. То есть очень такая мощная, хорошая команда, хороший материал для тренера. А старшие ребята, уже всеми известны наши ребята, вот Плиев Султан, ему даже не было 18 лет, когда он выиграл Парчиевский турнир памяти Магомеда Парчиева, мастерский турнир. Также выполнил норматив мастера спорта. Муслим Гамбота является членом сборной России до 21 лет. Ребята перспективные, хорошие, большой потенциал есть у ребят. Надо трудиться, работать. Внимательно вам объясним. Те, кто уже знают броски, будут повторять, закреплять. Те, кто не знают, уже надо уже обучаться. Ажилуда. Любой бросок. Хал. 3 этапа малайцин. Сначала малают. Обучение. Так. Повторение. Потом мужчина. Сначала идет обучение, потом повтор, потом закрепление. Я учу вам бросок, надо 1000 раз повторять, надо 1000 раз падать. Так нормальный спортсмен. Ходили, Маснян? Давай сели вокруг ковра. Бросок подхватом. Хамухойша, а мы что? Хажил, смотрите. Ваш подхват, захват, еще какой вариант захвата, покажи. Спина, отворот, односторонний захват, рукава. То есть 6-7 разновидностей захвата, когда вы бросаете подхватом. Это еще. То есть, а захват, ты правильно должен тянуть захват, правильно подстроиться, правильно присесть, грамотно тянуть на себя. Там очень комплексный езжес. Когда ты любой бросок ты выполняешь, ты должен функционально полностью свой организм, свое тело задействовать. Это еще. Смотрите сейчас, общим бросок, хавакал подхват мечты. Да. Как тебе удобнее, бияться. Смотрите. С подхвата особенно важно тянуть захват. Особенно важно, главное, мах еще. Посмотрите, насколько мах идет. Захват, мах одновременно, полностью построить себе. И правильно разворот идет тоже. И смотрите, второй номер, который работает с ним, он должен ему помогать. Он должен грамотно падать. Это еще, чтобы ему комфортно было, когда он отрабатывает бросок. Не надо сопротивляться, не надо вниз уходить. Чтобы ему было комфортно, ты должен максимально построиться. Так, Ациннечхан, он будет тебе помогать. Еще раз. Ты еще подхват мечты. Сейчас из младших кто мне покажет? Хану хавок где? Чумаку хавокул, малаха напарник. А ну давай показывай. Как ты видишь бросок подхватом? Молодец. А ну, Мирушков, ахаял. Так. И. Хорошо, молодцы. Так, хажил Ханс. Бросок повторите, гивей. Хадали, амхуш.
Подхват сейчас тоже повторим. Еще пару бросков на сегодня. 3 броска повторим, то гивайнус. Подготовка сразу после СКО Фанитка 2 марта, 17 месяц. Прям дикий тренировка и последний кера уже вес гонять, что я предварительно хремот везок. Султан, вес только аяқ кезгията. Дело 2,5 килограмм. Только придерживайтесь их. Халай вали. Я ахтелц подалявчик. 2,5 халаю. 17-го Россия Латвия жмет Султана. Первый раз Латвия жмется возраста именно эти турниры. Я первый раз с Алтаусу до 23. Я тебя вас ханс шузла. Иншаллах, очень правильно. Давай сейчас разбираем второй бросок. Бросок через спину. Ой, Машляни. Сейчас, смотрите, сейчас вам покажут, потом все будут повторять. Ага, улетишь, ага, садись. Хайл. Хайл, бросок через спину. Бросок через спину, Ячханы, захват, смотрите. Фактически все броски, это авей, биясыш, захватом плеча. Захватом просто бедро, авей. Все броски, которые ты подурачишь, считайте броском через спину. Сейчас мы будем просто бросать бросок через спину 2 классическими захватами. Отворот и рукава. А ну, хаваку. Смотрите внимательно, Ажилуза. То, что вы просто захват взял и бросил, это не даст шанс. Там надо грамотно присесть, там грамотно надо захват тянуть. Ажилуза, ваш учукоми ячам, помните, когда мы учукоми отрабатывали? Ажилуза, учукоми ячам, мы должны треугольник образовать, да? Нагасан, а как лиха аратхаишта, у тебя разворот не получится, потому что хаселиха датугауцин, и у тебя нету пространства, чтобы развернуться. Ты еще? Треугольник образуем. Захват сильно раскрываем. Ты еще? Все, присесть туда. Захват тянуть еще. И тот, кто падает, должен тоже самое грамотно падать. Через страховки, ниже. Когда вы через мост падаете, когда вы грубо падаете, сам бросок не смотрится красиво, зрелищно. И тому, кто падает, бывает больно. Зачем ему это надо? Правильно, через страховки, что низ акет. Еще раз. Хажил внимательно. Захват. Хажил, посмотрите на руку, как он руку тянет. Посмотрите на ноги, как он разворачивается. Раз раскрыл. Раз раскрыл. Хажил нагасан. Нагасан, если вы недостаточно будете приседать, у вас тоже самый бросок не получится. У вас воды захват, вы головой вниз уходите. Это неправильно. Мощно присесть здесь. И максимально чуть-чуть сильнее разворачиваем. Еще. Еще раз. В движении, в комбинации. Бросок. Хорошо. Это уже на 4 с плюсом бросок. А может, ахайо. Хорошо. Смотрите, я еще раз повторяюсь. То, что вы бросок знаете выполнить, это ни о чем не говорит. Что бросок хайи-харди – это одно. Вы должны систематически все броски повторять 1000 раз. 10 000 раз барахоев надо бросок повторять. Так мы уже бросок закрепите гиасвош. Тогда у вас бросок дойдет до автомата, и в нужный момент, в нужное время вы можете машинально бросок выполнить. Еще. Бросок хайи-хоем, но во время борьбы у тебя не получается. Не получается, потому что здесь ты не закрепил. Любой бросок, любое техническое действие, которое вы учите, надо сильно закреплять. 1000, 2000, 3000 раз надо все броски повторять. Так, марке уже закрепление хугясцена. Захват правильный. А то кик. Хани, так. Вока, дик поставляйтесь. Михаил бросок, мы что?
Бросай, бросай, бросок, хаи. Хорошо. Хани, ахаял. Не надо торопиться, аккуратно. Так. Ну, в принципе, о чем мы сейчас ранее говорили, ты через голову падаешь. Надо через бок падать, страховки. А так, в принципе, бросок нормальный. Ахож, доли. А мы хож, а ну все стали. Вставай, сейчас буквально 5 минут тоже бросок. Повторяем. По три броска, да, гаетишь. Со стойки е, в движении, в комбинации. Мы должны выступить в городе Красноярск. Подготовка проходит нормально, готовимся к старту. Отобрались на турнир на России, то есть должны побороться. Муслим, вот во время подготовки, вот на что ты делаешь акцент? На отработку чаще отрабатываем коронные броски, можно сказать. И на кардио. На кардио больше надо там. Муслим, вот расскажи про свою весовую категорию вообще. Сколько ты гоняешь? Я борюсь в 90 килограмм. И иногда бывает так, 95 вешу, так приходится скидывать. А сейчас я в недовес 2 килограмма, 88, нормально. Так особо гонять не приходится. Вот как ты думаешь, тяжело будет бороться с ребятами, которые тяжелее тебя? Конечно, тяжело. Везде будет тяжело. На России всегда тяжело бывает. Там самые сильные всего лишь. Проходных схваток нет. Муслим, именно в этой возрастной категории ты первый раз выступаешь на России? Да, первый раз выступаю. В прошлом году я пропустил Россию из-за болезни. Болел дома и сидел. И какая у тебя цель, какой настрой вообще на предстоящий турнир? Настрой хороший, боевой. Надо побороться там. Не знаю, в любом случае надо занять какое-то место. Все. Как минимум второе, да? Как минимум первое. Хаджалуза. Передние подножки, уважаю, бросок передние подножки. Смотрите на меня. Гордану ахал, готовы пояс. Передний бросок, передний подножку, бросок ешхана. Захват тоже. Не обязательно классический захват яшчуан. Там тоже много разновидностей захвата. Есть односторонний латище, китглатище, есть захват латище, захватом спины можно, отпугдляться имеги. То есть, ляться имеги. Ваша задача какая? Плотно хаверджавиас. Передние подножки арфиагрды. Ал мощный, как отвод мощный. Теперь еще. Еще раз показываю. Хаджалуза. Переднюю подножку ажачхана. Как бедро. Еще. Как тебе угодно. Лакирляться, отворотляться. Разницы нету. Этот бросок выполняет каждый по своей физиологической возможности. Нах разные бы, нах низы разные бы, физиологические функции, амплиметрические данные разные, да. Вот как тебе удобнее. Или вот ты работай над этим броском. Теперь, смотрите, алуза, ал мощный, еще раз показываю, ал. Мощно, все, бросаешь. Хаял муслим. Внимательно смотрим. Хорошо. Еще раз. Хаджалуза. Савдела. Посмотрите, бросок как мощно выполняется. Чушан мощный еще бросок. Не просто так, для галочки, а вот реально надо бросить. Ты еще мощно захват тянуть еще. Хажил что мощный. И видели? А вам слабо? Кто покажет? Давай катив хаваку. Малуха, напарник. Чушан хозы ела, даже дикая ела, иначе хахашвает гуахсу зали. Так. Еще раз. Сахмулел. Хорошо. А ну, бузертану. И. Хажалуза, сколько вытянуть тебе? Присесть, присесть. Хажалуза.
присесть. А что он захват халяется я, что лапта. Это бросок я можно присесть, захват хатузи, как аж без шаг, как подбить без что. Ты туда? Давай, тики присесть, Жон. Хорошо.